А у нас бабушка любила вот эти из калины настаивать в 3-литровой банке калину вот с водой. И мы ее по чашку все время, каждый день с утра пили. Пили, да? И, да, почему я это могу уверенно говорить, потому что у меня бабушки, дедушка долгожители. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Исәнмесез, қадірлі достар! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программы «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас в гостях актриса Татарского государственного академического театра имени Галяскара Камала Раушания Юкачева. Қаршы алыңыз! Исәнмесез! Исәнмесез, Руслан. Қол беріп көршігелі. Хәлләрігіз нишек? Алланың бергеніне шүкір. Міне, күштәнәш. Рәхмәт, бик зор. Бу бақшада өскен балан. Біз мұндан соңырақ бик татлы, бик тәмлі су ішләрбіз. Морсик Һәм инде сделать, да? әлбәттә, мен театрдан килгәч, күштәнәшсез килмәдем. Безнең мәшһүр театрыбызга чакыру. Ой, рахмат, бик зор. Спектакльләребезгә рәхим итегез. Приглашение. Я схожу. Я обязательно приду. Обязательно. Мы все придем. Нас тут 15 человек, мы все придем. Ладно? Рәхәтләнеп каршы алырмын сезне. Все, Яра. Биг зур рахмет. Так, все, это мы немножечко убираем Да. пока. Хоп. Все. Раушания Юкачева, актриса, народная артистка Республики Татарстан, лауреат театральной премии имени Дамира Сиразиева. Родилась в деревне Конь Пестричинского района Республики Татарстан. Окончила Казанское театральное училище, курс Марселя Салимжанова, и была направлена в Альметьевский татарский театр. С 1983 года в труппе Татарского государственного академического театра имени Галяскара Камала. Раушания Юкачева является яркой представительницей театральной династии Хафизовых. Критика высоко оценила такие образы актрисы, как Зульфия в одноименной драме Кашафа Амирова, Зухра в спектакле «Тахир и Зухра» Фатхи Бурнаша, Фатима в мелодраме Карима Тинчурина «Голубая шаль» и многие другие. Раушания Хуснудиновна. Итак, айдагис, мы начнем. Я на татарском плохо говорю. Вы плохо говорите на русском языке. Мы сегодня с вами сработаемся. Все нормально. Яхшы, Руслан, мин риза, рәхмәт. Если что, я буду говорить на русском, вы будете на татарский переводить, я буду на обратно. В общем, все нас сегодня поймут, что мы сегодня будем готовить. Айдагис. Сегодня, как мы говорили уже, секреты татарской кухни, да? Так, мы будем раскрывать секреты. Но есть еще такие блюда, которые вот вышли из татарской кухни. То есть на сегодняшний день уже в современном мире уже эти блюда мы используем по-другому. То есть бүгін минем теләгем татлы плов пешерү. Так. Һәм инде бакчада үскән һәрбер яшел бакчада үскән яшел үләннәрдән, кишер чөгендерләрдән пешкән яшелчә ашы. Так, овощной суп. Да, әйе, овощной. Прекрасно. Һәм инде әлбәттә менә көзгә таба бакчада бик уңа җиләк җимешләр, аның менә баланы, шушы баланнан без бик тәмле, татлы, файдалы су әзерләрбез. Ну и морсик мы сделаем. Все, прекрасно. Айдагис башлык, с чего начинаем? Как я могу вам помочь? Руслан, мында помочь нужно, Вера, потому что Алексей. ингредиентов очень много. Давайте начнем из супа. Супа. Прекрасно, овощной суп будем делать. Руслан, Да. менә кәбестәне бик вак турыйбыз. Менә ничек дип әйтим, ну тип Очень. соломки, ладно? Ага. Картошку я пропускаю через терку. Терку. У нас как бы все овощи мелкие такие, как соломинки, так, чтобы это быстро приготовить. Столько Знаете, хватит или нет, или надо еще? Ну, наверное, чуть-чуть, вот половинку, наверное, чуть-чуть возьмем. Если вы заметили, мы же будем готовить без мяса. Без мяса. Для вегетарианцев. Можно и для вегетарианцев, можно и уже, как сказать, уже в нашем возрасте поменьше кушать мясо. Вот есть такие супы. Вот так, я просто вот так вот режу, да? Мельче надо. Мельче Да, надо. да, да. Всё, Получится. Вот, Получится? Вот, стенка стенку вот так. Вот так, да? Да, да. Вот, прекрасно. Так, а откуда этот рецепт? Скажите, пожалуйста.
Знаете, это молодые годы, скажем, да, так. Если телезрители знают, у нас у театра Камала есть на берегу Волга дачи актеров. И вот мы первым делом с мужем построили там домик. У меня муж, тоже актер Камаловского театра, Николай Викторович Юкачев. Я по мужу, у меня своя фамилия Хафизова. И вот Совсем неизвестная Да. фамилия для театрального мира. это точно. У меня муж моряк. И мы каждый год исправляли День военно-морского флота. Вызывали гостей, одногруппников. У меня муж готовил из баранины шашлык, а я готовила вот овощной суп. В то время мы все выращивали в саду, все. Потому что в магазинах так особо Ну, с вдоволь продуктами, ничего не было, да, да, и мы дефицит был, да, мы все всего. сами готовили, сами солили, у нас все продукции свои были. И вот я там первый раз это попробовала, и понравилось всем моим друзьям. И вот этот суп я начала делать каждый год. Это фирменное блюдо называлось. Фирменное Суп- блюдо. Да, суп от Югачевой. Так, сняху сундину. Да? Итак, у нас вода Ага, все. кипела. Все. Мы сейчас потихоньку туда вот это все пустим. Понятно. Давайте. Потихонечку. Аллаға тапшырып. Мгм. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Оңышлы болсын, тәмле болсын, ашарлық болсын. Ай, шулай болсын. Міне шулай. О, Руслан. Опа. Міне мұнсын. Нормально мы справляюсь, нет? Бик болғансың, оңғансың. Ай-ай. Бик яқшы Тұз болады. салабыз ма? Тұз, міне әлі салмайық әлі. Біраз қойнасын. Анан Чуть саламыз, попозже, иә, да? чуть Значит, мы попозже. посолим. Хорошо. Не үшін дегенде, біздің әлі тұзлы әйбірлер, әші әйбірлер бик көп кірі, шаңа көре қоплайбыз. Ярар. Так. Қазір, Руслан, қатын Суған. қыздың ең қорыққан әйбірі. Поэтому я для этого и здесь и есть, чтобы наши гости не плакали, чтобы плакал только я. Әмин, кешіріні Мы же это будем обжаривать, да? Здесь. Әйе, біз қазір міне кешір білен соғанны бірге пассировать етеміз. Ага. Азрак майсаларға керек ма? Салабыз, әйе, болды. Болды. Ого. Мы кладем побольше масла, чтобы у нас суп, так как мы готовим его без мяса, чтобы у нас был наваристый, Да, вкусный да, и так далее. да. А из татарской кухни что-нибудь готовите? Вот прям какие-то любимые блюда есть? Чтобы прям с картошкой, с мясом, чтобы было с тестом. Ой, Руслан, чтобы было с тестом. Да. Да чтоб еще и были молодыми, чтобы все это съесть, да? Ага. Нет, не готовлю. Тем более я сейчас одна. К сожалению, 10 лет уже моего мужа нет. Конечно, когда муж живой был, он очень любил татарскую кухню, особенно он эшпишмак, вот эти гбедие, он сладкоежка был. А сейчас я готовлю вот исходя из наших национальных блюд. Что-то такое, не все, вот без мучного что-то забираю и готовлю. Вот, например, я сегодня вот, почему решила татлы плов готовить? Почему? Потому что она связана с моим детством, с моей бабушкой. Я в деревне росла, не было в Так. деревне ни газа, Так. ничего. У нас было 5 детей, готовить нужно было на 7 человек, поэтому мы готовили на печке все. Казан, большие вот эти табаларда, все это готовили очень большими порциями, по 5 таба. Ага, чтобы на всех хватило. Да, если треугольник, то значит по 2 таба. Если это бәлеш, то это 2 бәлеш, бір генә бәлеш жетмей. Если это хлеб, мы еще месили сами, у нас мама делала хлеб. На неделю 7 штук, это все уместилось в печку. Представляете, ржаной хлеб, вот такие красивые. Да уж. Я помню, когда мы еще были маленькими, у нас бабушка, у меня моя бабушка, Так. она долгожительница, ей было 104 года, когда она... 104? Да, когда она от нас ушла. Ничего вот она себе. у нас в деревне ходила на все эти
ашларға. Мы тоже туда кладем? Да. Ашларға, Құр'ан оқырға шақыралар еді, потому что ауылда ол әйбет оқушы еді. И вот она все время приносила оттуда Құр'ан ашындан бәліш, татлы бәліш, күштенеш. Да. И шул күштенешні біз бәлекей уақытта енді күтіп тұра едік, әбенің алып қайтқан. Шоңа көре бәліш, татлы бәліш орнына мен татлы дүгі білен жемішлерден татлы плов деп исім берем. Ол менің шул бала шағымны қатырлата, мен рахатланып, шуны қолланам, шуны ашим. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Сейчас, Руслан, мы, значит, берем, у нас пассируется, мы, значит, берем чеснок. Так. Это я поручу вам. Или не надо? Все нормально, все нормально. И всё вот эти весь зелень, да, петрушку, Всё это укроп, нам надо будет нарезать, да, нарезать и вот это бодву. А с чесночком мне тоже Чесночку, мелко надо да. нарезать или нет? Ее вот продавливаем и нарезаем, и мы ее туда же пускаем. Мы пока зелень приготовим. Давайте. Потому что все вместе нельзя. Зелень мы долго держать не будем. Сами в последнюю очередь, конечно, мы сделаем свеклу. Так. Потому что... Я с чесночком уже разобрался. Тут Уже? хоп-хоп-хоп. Да, Ну, конечно, тогда я тут быстренько. Я еще тогда вам поручу вот это. Да, конечно, Ой, давайте. я так смотрю, у вас рука набита. Конечно, вы все аккуратно, хорошо все это делаете. Ой, честь и хвала вам. Так, получается? У нас тут все получается вообще. Так, если у нас... О, хорошо, давайте мы сейчас Сюда кастрюлю переложить переложить. Да. Так. Она у Всё, нас да, готово же готовая, туда да. Перекладываем. Все, Перекладываем. перекладываем. Отлично. Со всем маслом, которое у Да, нас тут да, есть, да, значит. да. Аккуратненько. Очень хороший наваристый получится. Давайте напомним всем нашим телезрителям, как вообще случилось так, что вы стали актрисой. Дело в том, что у меня ведь родной дядя, актер Камаловского театра, Хафизов Айдар Садриевич. Это дядя, это братишка моего отца. Конечно, в то время, это когда еще мне было только 9 лет, они первый раз приехали в деревню со спектаклем. Так. Это про войну было, которое называется «Туан Туфрак». Это у меня на всю жизнь осталось в памяти. И вот я первый раз, когда это своими глазами, вот этот спектакль в деревне, в клубе увидела, я вот, ребенок такой, вот я сейчас вам рассказываю, и у меня мурашки по телу, представляете? Я чувствую, да, от вас прямо этой энергетики. И у меня вот эта мысль осталась, господи, как бы оказаться там. Когда писали сочинение «Кем хочешь быть», Так. я вот, не понимая сама себя, написала актрисой. В прошлое время уже после учебы надо выбирать, куда пойти учиться. Естественно, я пошла по наставлению своих родителей на техникум связи. Почему это естественно? Где связь, да? Где театр, где театр, техникум связи. Когда есть семья актеры, актерская жизнь очень сложная, очень тяжелая, тем более в то время. Конечно, мои родители были против. Я даже об этом заикнуться боялась, даже говорить боялась. Естественно, я тихо, мирно поехала, поступила, начала учиться. Я 2,5 курса закончила там. Когда случайно обнаружила объявление в газете, что театральное училище набирает 26 сентября дополнительный курс «Актерское мастерство», я, конечно, А я уже в Казани. Я уже в Казани, я уже учусь, я уже независимая, как говорится, я уже чуть-чуть взрослая, как говорится. Я уже знаю, какой автобус ездит туда. Обязательно. Я поехала к жене Фаридапа, жена Айдарабы. Я с ней посоветоваться. Она говорит, давай попробуй, я тебя научу. Мы, значит, быстро-быстро басни, стихотворение, прозу, все приготовили. Так. И я, значит, завтра должна идти сдавать экзамен. У меня приезжает ночью
Айдар из гастролей, и он начинает меня ругать. Нашла, куда пойти, ты знаешь, что это такое? Ну, когда я ему аргумент нашла, почему ты так ругаешь свою профессию? Ага. Ты должен радоваться, если я выбрала твою профессию. Он, конечно, Он что сказал? потом ничего не сказал. Но когда я училась, когда я еще только начала работать в театре, он все время контролировал. Но никогда не говорил: ой, синглим, ребят, никогда. И вот, когда уже несколько лет проработала в театре, услышала от него такие: ну, молодец, синглим. Ну ничего там, нормально. Да, да. Так, Руслан, Так, я вот мы на- с вот тобой достаточно это много-много разговариваем. О, это классно. Сейчас мы ложим чеснок, и вот эти травы мы сейчас... Да, Вот, да. все, чеснок И вот уже эти- там. Так, давайте. Зелень, Вот ага. эти зелень, все туда. Я думаю, что вот так вот можно, наверное, руками проще. Положим чуть-чуть соль. Нет, это мало. Да. С солью у меня вообще особые Да? здесь отношения, что я всегда боюсь пересолить. Я тоже. Сейчас мы Всё немножко... сюда пока или Сюда нет? мы закрываем. даем. Закрываем. Немножко можно прибавить. Так. Потому что мы долго ждать не будем. Это быстро-быстро друг за дружкой мы все ингредиенты. Сейчас мы немножко вот эти, несколько штук. Мы их нарезаем или нет? Да, на половинку. Достаточно на половинку. Ну и что ж было дальше? Вы, значит, начали учиться. Учились, я так думаю, что хорошо. Да ведь? Да, я старалась, я училась и работала, чтобы не... А где работали не- параллельно? Я сразу с первого курса начала работать в театре Камала осветителем на полставки. Так. То есть у меня вечерами на спектакль я каждый день пропадала. У меня было желание всегда заработать самой себе, потому что семья большая, родители не могли всех обеспечить, а у меня был характер такой, я сама себе всегда обеспечивала. Так. Старалась, во всяком случае. Мгм. Так. Так, оливки я положил. Да, Руслан, оливки мы положили, но я использую, чтобы для кислинки, немножко вот и рассол оливки. Давайте мы положим. Ага. Я для рассольника тоже использую и для Чтобы такой... вкус был более Да, насыщенным, да, да? да, да. Всё. У меня свекло вот готово, я ее вот посудину вот так. Ага. И немножко туда нужно уксуса, для того, чтобы у нас свекла свой цвет не потеряла. Так, Да, ну вот ведь? у нас уксус есть. Ну сколько это примерно? Кисленько. Ну, 2-3 2-3 ложки, да. столовые ложки, Да, 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 уксуса? 2-3 столовые ложки. Я могу закладывать? Вы у меня спрашиваете? Нет, Тогда, да, рахсат берем, Я закладывайте, разрешаю. Рахмет. Лимон только вот чуть-чуть, немного вот. Тоже добавим туда? Да, 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 А, да, все, да. понял. Это я очень люблю. Всё, вот тоже так мы перемешали. положили. И И? у нас, когда это готовый будет, когда мы Ага. снимем, у нас должна быть готовый зеленый лук. И кто хочет сметана, как закипит, мы через минуту снимаем. Выключаем. Все. Это произойдет, знаете, когда? Когда мы прервемся на рекламу небольшую. А потом вернемся и будем уже готовить дальше. Ящер-шале аш. Овощной суп. Мелко нашинковали капусту и натерли на терке картофель. Запустили в кипящую воду. Затем поочередно добавили обжаренный на растительном масле репчатый лук и натертую на терке морковь, измельченную зелень, чеснок, оливки и рассол. Посолили, довели до кипения и в завершение добавили натертую на терке и приправленную уксусом свеклу и несколько ломтиков лимона. Подавали зеленым луком и сметаной. Друзья, ну что ж, мы вернулись. Напоминаю, это секреты татарской кухни. И у нас сегодня в гостях актриса Татарского государственного академического театра имени Галяскара Камала Раушанья Юкачева. Ничего не перепутал же. Я выучил. Молодец, молодец. Так. Яттан айттың, молодец. Қазір біздің аш әзір. Қазір енді біз татлы плауға татынабыз. Татлы плов. Татлы плау. Что иә. это? Давайте-ка мы раскроем этот секрет. Біз мына табаны қоябыз. Әйбет башта қызатырсын. Аңыншы біз әзгіне мына шушы мотор жемішлеріні қазір ортаға бөліп, Так, будем резать напополам наши семенкі сухофрукты. майы, өсімлік майында табада 1-2 минут Семянка моя. көпіртіп алабыз. Так. А я использую только растительный. Но давайте компромисс. Мы можем сегодня сделать и то, и другое использовать. Давайте и сливочное сливочное масло тоже положим. положим. Да.
О, у нас тут уже все уже кипит. Я пока, наверное, Руслан. положу туда, да? Менә бу җимешләрне салабыз, вот эти изюм. Отлично, Изюм мы отлично, туда изюм. кладем. А скажите Пусть- мне вот что, пожалуйста. пусть Вы помните попарится. свою первую роль? Скажем, если в театре, так скажем, да, первая роль? Ага. Первая роль у меня был вот... Мы с мужем вместе учились. После окончания училища мы уехали работать в Альметьевский театр. Так. И там работал режиссер, он нас пригласил в Альметьевский театр, он поставил спектакль по пьесе Кашафа Амирова «Зульфия». Тема афганской войны. Зульфия – это значит афганская девушка, а мой супруг, Добавляем всё? да, туда добавляем, играл советского солдата. И, конечно, мы же поженились, учебу закончили, поженились, родили ребенка, Так. начали работать в театре, Альметьевском театре. А потом, по воле судьбы, нас в театр пригласил Марсел Хакимович Салимжанов. Так, Это уже было сюда, да? Мы закончили в 81 году, в 83 году он пригласил сюда Камаловский театр. И вот тоже Камаловский театр решил поставить ту же самую пьесу. Но мы ее здесь с мужем, у нас первая роль, мы здесь ее сыграли. Так что... Интересно. Да. Ну, конечно, мне с мужем не пришлось так много на пару играть. Мы играли вот эту Зульфию, мы играли «Несчастный юноша» и играли... Все, по-моему, больше нет. Всё? Еще играли Юнус Сафиуллина Лейсан Нира Хасан. Вы Она посмотрите выбрала сюда, другой. пожалуйста. Ой, У нас очень что классно. здесь? Это уже дошло. Давайте мы сейчас туда положим уже Рис. Наш рис. готовый рис отваренный, Готовый рис отваренный. Ой, очень вкусный, очень Так. готовый. Мы ее туда полностью Давайте вот перекладываем. ложечкой. Ага. Полностью перекладываем. И мы, конечно, все это перемешиваем. Ой, какой красивый. Так. Ну тогда, мне Так, кажется, можно мы это выключить. выключаем. Накрываем Да, крышечкой. накрываем, выключаем. Хоп. Все, это у нас хорошо получилось. Можем даже, чтобы оно не подгорело. Да, мы немножко вот сюда убрать уберем. на другую. Так, ну что, у нас суп готов, а татлы плау готов. Я предлагаю сейчас вот так вот взять, накрыть на стол и пробовать. Татлы плау – сладкий плов. Рис предварительно отварили, чернослив и курягу нарезали соломкой и вместе с изюмом слегка обжарили на смеси растительного и сливочного масла. Затем добавили рис и все перемешали. Рушания Хаснудиновна, мы все подготовили. Әйе. Так, надо пробовать, я думаю. Әйдә, Руслан, ауыз итеп қара, Аллаға тапшырып. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ничек килеп чыккандыр, инде куркам. Не бойтесь, мне кажется, все там очень прекрасно вышло. Так, это у нас овощной суп. А какой насыщенный вкус, как вкусно, да? Как вкусно. Руслан, Ага. әнә анда каймак салсаң да була. О, Кем ничек сметанка. телей? Мин үзем каймаксыз ашыйм, ә кемдер менә шулай каймак сала. Зря. Ашы булса, шушы ашны рәхәтләнеп салкын килеш ашап куя. Очень вкусно. У нас же есть еще татлы плау. Татлы плау. Е. Татлы плау. Итак, так, Давайте, Рустам, ну-ка, попробуем, мне давайте кажется. Попробуем. Ну. Невозможно есть, не восхищаясь этим. Это точно. И самое интересное, друзья, самое интересное и самое полезное на сегодня блюдо – это наш морс из калины. Без сахара, без меда. Я сейчас вам покажу, как пьется. Вместе. О, чувствую, как выздоравливаю, как все болезни из меня уходят. Ай, правильно! Ой, это, такая это лечебный морс. Не сладкая, но такая вкусная Да. штука вообще. Ой. Это лечебный. Это для того, чтобы жить долго. Огромное вам спасибо еще разочек. С вами было не только вкусно, полезно, но и невероятно интересно. Ой, Вот. ой, Я рахмат, мы же рахмат.
все нормально у нас получилось. Да. Мы тут 50 на 50 татарского, русского, и друг друга поняли, и все нас поймут. Это Аллах точно. шикар. Это точно так же, как в нашем театре. 50 на 50 и на русском, и на татарском. Почему говорю на русском? У нас есть прекрасные переводы. Поэтому я хочу с удовольствием, так же, как здесь вкусно у нас в театре. И вкусно, и интересно. Дорогие друзья, приходите к нам в театр, приходите. Обязательно приходите и обязательно смотрите нашу передачу каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это были секреты татарской кухни. Сау было вас, друзья. До свидания. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.